В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе мы вспоминали выдающихся сынов Абхазии, людей, с чьим именем связаны важнейшие события в истории нашей страны. Первого президента Абхазии Владислава Арзенба и второго президента республики Сергея Багапш. Уже не раз говорилось о символизме даты 4 марта. Этот день в разные годы был днем установления советской власти в Абхазии. Днем, когда завершил свой жизненный путь первый президент Абхазии Владислав Арзенба и датой рождения второго президента страны Сергея Багапш, в период президентского правления которого началось международное признание Абхазии. 4 марта в 1921 году в Абхазии была установлена советская власть. В этот день, 27 лет назад, части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через 2 дня Ревком Республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю власть в Абхазии. Приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, стал освобождением нашего народа от грузинской оккупации. Уже не в первый и, увы, не в последний раз. Народ воспринимал Абхазию, установление этой власти, новой власти, как избавление от всех этих, так сказать, ужасов грузинской оккупации, которая была здесь в этот период 18-21 года. Еще не было СССР, Советского Союза. Как мы знаем, СССР возник в декабре 1922 года, а это был период предшествующий. Абхазия была независимой как от советской России, так и от советской Грузии. То есть это была совершенно самостоятельная страна, республика, которая занималась даже внешнеэкономической деятельностью, политической деятельностью. Это был очень интересный период, это был расцвет. Абхазские большевики, учтя неудачный опыт 1918 года, когда они просто объявили Абхазию Сухумским округом в составе РСФСР, на сей раз уже говорили о восстановлении абхазского государства. Уже в конце марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика. Таким образом, советизация одновременно привела и к восстановлению абхазской государственности. В советское время 4 марта был одним из немногих праздников, который объединял абхазов и который отмечали как национальный праздник. 4 марта 2010 года – день смерти первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Крупный ученый и выдающийся политик. Он определил судьбу современной Абхазии. Владислав Арзенба возглавил республику в один из самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем современного абхазского государства. Каждый год в этот день поклониться памяти великого сына Апсны. В его родное село Нижняя Ишера приходят сотни людей – ветераны Отечественной войны народа Абхазии, соратники, молодежь. Благодарные граждане отмечают выдающуюся роль Владислава в истории республики, его умение противостоять сильным мира сего ради благополучия своей родины и отстаивать ее интересы без оглядки на ранги и могущество оппонентов. Владислав Арзенба заставил весь мир услышать Абхазию, пробивал глухие стены непонимания и равнодушия со стороны политиков других стран. Громко заявлял со всех трибун, что и малочисленный абхазский народ имеет право быть свободным. В период освободительной войны его харизматичность, твердость воина и мудрая политика давали народу уверенность и силу в борьбе с агрессором. Владислав Арзенба во многом человек, изменивший ход истории. Он внушил своему народу веру в собственные силы, дал возможность учиться на родном языке, гордиться своей многовековой историей и богатой культурой. В истории редки случаи, когда лидерам нации удается увидеть плоды своей многолетней борьбы. Владиславу это удалось. Он дождался признания независимости своей родины. Признание независимости Абхазии связано с именем второго президента страны Сергея Багапша. Символично, что и здесь присутствует дата 4 марта. Этот день в 1949 году стал днем рождения главы государства, которое обрело признание своей независимости в тот период, когда он его возглавлял. Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву. Поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь.
Каждый год 4 марта руководство и общественность страны посещают могилу второго президента Сергея Багапша в селе Эчгиарда. Люди, которые лично знали Сергея Багапша, отмечают, что это был открытый и простой в общении человек, который никогда не делил людей по социальной принадлежности. Он встал у руля государства в непростой период истории Абхазии, в период политического противостояния, которое едва не завершилось столкновением. В годы президентства Сергея Багапша была восстановлена юрисдикция Абхазии в верхней части Кадорского ущелья. При нем независимый статус Абхазии был признан Россией. Исследователям еще предстоит осмыслить роль в современной истории нашего государства двух президентов Абхазии, смыслом жизни которых стало служение своему народу. 4 марта в Абхазии отметили День памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Его не стало ровно 9 лет назад. За исключительные заслуги перед республикой Владислав Ардзинба был удостоен ордена Ардзабша первой степени и звания Героя Абхазии. 4 марта сотни жителей страны пришли к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Ишера. Поклониться памяти первого президента Абхазии пришли официальные лица страны во главе с президентом Раулем Хаджимба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности, гости республики, среди которых видные политические деятели и ученые Сергей Бабурин, Андроник Мигранян, Эдуард Кокойты. 4 марта по всей республике прошли памятные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Начались они с возложения цветов и венков к мемориалу второго президента республики в селе Эчгиарда Ачимчирского района. Сергей Багапш внес неоценимый вклад в дело восстановления, международного признания и развития абхазского государства. Почтить память Сергея Багапша и возложить цветы к его могиле в село Эчгиарда приехали президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, депутаты парламента, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители партий и общественных объединений. Поклониться памяти Сергея Васильевича пришли видные российские государственные и политические деятели, которые прибыли в Абхазию для участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения второго президента Абхазии. 70 лет вот мы сегодня отмечаем, но разве это возраст? Но дело его живо. Абхазия продолжает развиваться, в этом его огромная заслуга. И я надеюсь, что сколько бы поколений ни прошло, имя Сергея Багапша будет действительно символом гордости и символом международного признания и победы. 5 марта в рамках юбилейных мероприятий в честь 70-летия со дня рождения Сергея Багапш в Сухуми прошла научно-практическая конференция. Вспомнить и оценить значимость жизненного пути Сергея Багапш собрались государственные и политические деятели, представители иностранных делегаций, ученые, общественность. В работе конференции принял участие глава государства Рауль Хаджимба. В этот же день в Центральном выставочном зале Абхазии открылась фотовыставка, посвященная 70-летию Сергея Багапша. Экспозиция состояла из фонда Музея боевой славы и дополнена фотографиями, предоставленными с семьей, друзьями и коллегами второго президента Абхазии. Посетители смогли увидеть около 60 фотографий, на которых изображен политический путь второго президента Абхазии. В них Сергей Васильевич предстает как политик, главнокомандующий и дипломат. На этой неделе состоялись памятные мероприятия в честь другой важной для Абхазии даты – дня рождения самого известного абхазского писателя Фазиля Искандера. 6 марта ему исполнилось бы 90 лет. В Государственном русском театре драмы, носящем имя писателя, состоялось театрализованное представление с участием актеров Русдрама. В фойе театра была представлена выставка работ шведской художницы Мадлен Рук по произведению Искандера «Сандро из Чегема». День рождения нашего знаменитого соотечественника, писателя, поэта, кавалера ордена Ардзабша первой степени отметили и в Москве. В юбилейном вечере, организованном совместными усилиями Государственного музея Пушкина и Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», при содействии московской абхазской диаспоры приняли участие такие известные артисты, как Вениамин Смехов и Хибла Герзмава. Также была организована экспозиция уникальной коллекции книг Фазиля Искандера, изданных на языках народов мира, и презентация нового сборника поэзии «Звездный камень».
Общественно-политическая жизнь страны на этой неделе была отмечена и некоторыми другими событиями. Конституционный суд Абхазии отказался рассмотреть законопроект Народного собрания о проверке указа президента о помиловании Георгия Лукава на соответствие Конституции. Об этом сообщил официальный сайт суда во вторник, 5 марта. Напомнив, что в декабре 2017 года уроженец села Баряб Галского района Георгий Лукава, обвиненный в терроризме и осужденный Верховным судом к 20 годам лишения свободы, был освобожден от дальнейшего отбывания наказания указом президента Абхазии и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными. Парламентарии просят определить, соответствует ли указ президента о помиловании подзаконному правовому акту положения о комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия, что не отвечает требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, говорится в определении суда. При этом отмечается, что указ президента соответствует нормам Конституции, и глава государства действовал в рамках своих полномочий. Также в документе подчеркивается, что комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия имеет сугубо совещательные полномочия. Крупный пожар произошел в понедельник днем в Ачимчирском порту на складе рыбозавода Black Sea Fish. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС Абхазии, которые локализовали и устранили очаг возгорания в течение 2 часов. На складе загорелась готовая продукция – рыбная мука, расфасованная по мешкам. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие здания. Кроме того, удалось спасти и ценное оборудование завода. По предварительной версии, причиной возгорания в ангаре стало нарушение технологии производства рыбной муки. Завод Black Sea Fish – это одно из 7 крупных предприятий по переработке рыбы в Абхазии. Предприятие является крупным налогоплательщиком на территории республики. Руководство завода ведет подсчет уничтоженного огнем кормового продукта. По их словам, убыток составляет до 1000 тонн муки. В денежном эквиваленте это около 100 миллионов рублей. В пятницу в Абхазии, как и во многих странах мира, отметили Международный женский день 8 марта. С праздником женщин Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил слова особой благодарности матерям доблестных защитников Родины, отважным медсестрам, стоявшим рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба Отечества. Пусть этот светлый праздничный день щедро одарит вас радостью и вдохновением, крепким здоровьем и благополучием, счастьем и непоколебимой верой в будущее, отмечается в поздравлении главы государства. О роли женщины в обществе, о том, насколько сегодня представители прекрасной половины человечества влияют на общественно-политические процессы в стране и каковы при этом их возможности, мы поговорили с известным ученым, этнологом, доцентом кафедры АГУ Мариной Барциц, гостем нашей программы. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Давайте обсудим роль женщины в традиционном абхазском обществе. Может быть, вы проследите, как ее роль развивалась и как она изменилась в советское время и в наши дни. Могли бы вы какие-то параллели провести и сказать какие-то характерные для этих периодов вещи? Если говорить о традиционной культуре кавказской, то мы можем сказать, что даже не то, что вот в глобальном, но даже внутри Кавказа, вот северо-западный Кавказ, Абхазия, тут у женщин было, можно сказать, что было больше прав даже по сравнению, допустим, если мы берем там позднее Средневековье, даже по сравнению с Европой. То есть женщина не была бесправной. Конечно, у нее были свои отдельные функции. В то время делились функции: мужские функции, трудовые там, и так далее, семейные, и функции женщин. И тем не менее, даже по сравнению с кавказскими другими народами, да, южными, абхазская женщина могла переодеться в мужскую одежду, участвовать в походах. Вы знаете, что для Жанны д'Арк это было одно из обвинений — переодеться в мужскую одежду. Она могла быть соратницей, она могла сама принимать гостя в отсутствие мужчины. Конечно, когда гость приходил, приходили соседи там, и так далее, но она могла сама принимать. Она могла сама представлять себя на суде, защищать себя, не нуждаясь в адвокате. То есть это тоже очень прогрессивно. Она могла пойти к святилищу, если была обижена чем-то, там, проклинать и так далее, но при этом ее нельзя было заставить, призвать, чтобы она пошла и принесла, допустим, очистительную присягу. Женщина могла участвовать в кровном месте, и даже, не дай бог, убить человека, но на нее, как и на детей, на нее не распространяется при этом кровная месть. То есть очень много прав, и был целый институт старшей женщины в доме, у нее очень были широкие права.
вот этот институт, этикетное отношение к женщине, какие-то вещи в чем-то мы даже потеряли. Права вдовы в традиционной абхазской культуре. У нее были широкие права, ее обязаны были содержать материально, ее детей, если она не вышла замуж. Деверь, то есть вот эта семья и так далее. В чем-то ощущение, что мы в чем-то даже что-то утеряли. То есть она не была такой бесправной, и в этом вопросе абхазская традиция, она очень более-менее демократическая. Скажите, а советский период, вот эту роль женщины, насколько он изменил? Он сделал ее более прогрессивной или же наоборот откинул назад в чем-то? Ну, мы можем сказать, что более прогрессивные. Насколько я понимаю, вот нас сейчас интересует сегодня роль женщины в политике. Вот поэтому женщина в политике, по большому счету, это явление позднее вообще для человечества, да, даже для Европы и для восточных стран, и для России, Абхазии в том числе. То есть это 20-е годы. До этого мы имеем женщин в политике, если это династическое вот наследование, если она была царицей, там, владыкой. А так, это позднее явление. Конечно, вот революция произошла, да, в 20-е годы. В том числе считается, что это была и сексуальная революция, считается. Уравняли в правах. Ну и в обязанностях тоже. Мы же знаем, что, то есть, конечно, в правах, в участии в политике, в руководстве, но, с другой стороны, ее уравняли в обязательствах, и в результате у них был одинаковый план, да. То есть это было колхозное рабство, или там она пошла на Мартены, там, не знаю, в Мартены или как на железную дорогу, то есть очень тяжелый труд. Вот с одной стороны было это. Но если говорить о 20-х годах, поскольку не было большой традиции женщины в политике, конечно, первые женщины в политике, это у них имидж мужской. Это женщина-комиссар в кожанке, такая с таким командным голосом поставленным, очень часто не очень счастливой в личной жизни, потому что некогда получалось, да? То есть это вот такие традиции. И, конечно, представительство во власти. Мы знаем, что в СССР была квотная система. Вот сегодня тоже по международным, то есть социологи, там, политологи не всегда вам скажут, что 30% женщины во власти, в любой форме, там, представительской власти, в исполнительной, министрами, 30% это тот минимум, то есть ниже 30 нельзя опускаться. Вот в СССР было 30% женщин. Но давайте будем честны и вспомним, что, как правило, это были женщины не обязательно там такой квалификации, ну, не знаю, юриспруденции там, или интеллектуально-образовательной. Чаще всего это были труженицы села, там, ведущие чаеводы и так далее. То есть вот немножко так было. По крайней мере, квотная система была, и в любом случае женщина была представлена во власти. А когда СССР развалился, конечно, эта квота упала. Сейчас считается 10% женщин во власти, допустим, в бывших странах СНГ. Ну, в Абхазии сразу после войны, когда Владислав был Григорьевич президентом, то есть вот эти первый парламент, там еще 10%, даже больше 10%. Там еще было 4 женщин, насколько я помню, в первом парламенте после войны женщин в парламенте. Было тоже до 7, по-моему, в министерствах женщин. То есть было больше. А потом уже с конца 90-х годов стабильно одна женщина из 33 депутатов. Сегодня, по-моему, 2 министра, если я не ошибаюсь, в правительстве. И слава богу, что есть омбудсмен, что она женщина. Иногда есть такие места, где хорошо, что там должна быть женщина, вот в социальных вещах, в образовании. Вот вы сказали, что сразу после войны представительство женщин в политике, во власти стало более весомым, да? С чем вы это связываете? Ну, может быть, я ошибаюсь. Я считаю, что эта политическая воля, это зависело от личности тоже. После войны сразу еще были те традиции, вот эти советские, пусть, ну и что, 70 лет, все равно это повлияло. Владислав Григорьевич, он прощал женщине ум, то есть и не только женщине, и мужчинам. Поэтому я думаю, что это все-таки вот его отношение. Верховный судья у нас была женщина, очень компетентная, Алла Вицба, и министры у нас были. Намного больше было министров, и даже железной дороги, что вообще, не то что на Кавказе, вообще в СССР, наверное, таких министров не было, постсовет, в СНГ.
То есть я думаю, что это вот это. С другой стороны, это время было тяжелое, страшное, блокадный период, когда женщина в это время оказалась просто в тяжелейшей ситуации, и мы можем даже памятник ей поставить, этой женщине-челночнице, которая, чтобы дети не голодали, семьи не голодали, это вдовы, это матеря, бабушки, да, без отцов растили детей. То есть это огромный труд, и они в это время оставляли свои несколько дипломов и шли, помогали стране выживать. И фактически в блокадный период роль женщины в экономике, и в том, что мы выжили, огромная. Давайте подумаем, почему вот после такого, скажем так, подвига с их стороны, когда вся тяжесть выживания Абхазии легла на плечи женщины, да, вот это представительство в политике вдруг резко уменьшилось. Разве они не умны? У нас очень много образованных женщин и так далее. Вот в чем вы видите причину? Мы не будем говорить, что, то есть, по крайней мере, я не согласна с тем, что есть дискриминация, но дисбаланс есть. Разные стартовые, то есть это уже известно, изучено, механизмы уже придуманы, все знают, откуда эти причины идут. Ну, мы сказали, что она поздно появилась в политике. 100 лет – это не так много, опыта такого большого нет. С другой стороны, разные стартовые возможности. Я сказала, что вот она пока тачки таскала, пока семью спасала, детей без мужей поднимала и так далее, и так далее. Только последние 10 лет, то есть активно женщины в малом бизнесе и только-только начинают накапливать капитал. То есть ресурсы, накопленный капитал. Дальше есть стереотипы. Они работают, ну типа, например, что мы говорим, это политика же грязное дело, женщине там нечего делать, но извините, бизнес, экономика, это там все, там тоже очень жестко, и не так все там было тоже легко, и тем не менее. Сегодня вы видите, какой процент вот в этом секторе, в сегменте женщин. Женщина считается эмоциональной, она может быть более обидчивой, к ней другие требования, ей меньше прощают ошибки, ей сложнее держать внимание. То есть если даже в парламенте иногда мужчина может просто громко это сказать, да? То есть она не сможет перекричать. То есть и она сама к себе более требовательна. Хотя мы с вами знаем, что у нас есть Конституция. В Конституции это прописано: равные права и равные возможности. Был принят после Конституции, Конституция сама по себе не работает. Чтобы Конституция работала, надо закон принять. Закон в 2008 году был принят с подачи, насколько я знаю, Ассоциации женщин, закон о равных правах и возможностях, да, мужчин и женщин. То есть равные права у нас есть у женщин. У женщин есть равные права, но есть ли равные возможности? Нету этих равных возможностей. Есть еще одна причина, которую можно сказать, что в этом мужчины не виноваты. Это женщины менее солидарны. Психологи вам всегда это скажут. Причин можно много находить. Например, вот много ли у нас женщин, которые готовы участвовать в политике, влиять на политику? Много ли таких женщин с этими амбициями? Давайте мы об этом подумаем. Вообще тема очень интересна, потому что нам стоит устроить дискуссии и о квотной системе, и почему нет этих женщин с амбициями. Есть они, конечно, но их мало. Мало готовых пойти на это, то есть это надо посвятить своей жизни. Еще одна причина. Причин очень много. Например, во всем мире считается, что женщина работает больше часов, чем мужчина. Пусть мужчина не удивляется этому. Дело в том, что и самое главное, она трудится еще больше часов в той области, которая не оплачивается. Это называется «пришла после работы домой и занимайтесь домашней работой». То есть это часы неоплачиваемые, то есть она более занята. Тем более урбанистическая культура. Вот эти мужские функции, построить дом, дрова принести, не знаю, там вот эти все вещи, они как-то отпали. Зато к женщине прибавилось обеспечение семьи. Это нормально, у нас уже стандарт нормальный, если она зарабатывает и приносит, и содержит семью и так далее. То есть вы понимаете, на самом деле вы же согласны с тем, что она более загружена, более перегружена. И она может какие-то периоды своей жизни выпадать из этой политической карьеры, там понятно по каким причинам, там из-за детей, из-за болезней взрослых, там родителей, там, пожилых и так далее. То есть есть такие масса всяких разных причин. Вот говорили о квотировании мест депутатских в парламенте для женщин. Что вы думаете об этом? Необходимо ли это? Раз уж пошел разговор о том, что женщины загружены, у них мало возможностей, в том числе и стартовых, да? Если мы будем ставить так вопрос, вот мы за квоты,
на места. Вот эти места нет. Если так поставить вопрос, конечно, даже женщины скажут, и мы с вами скажем, это неправильно. Механизм давно придуман, велосипед давно придуман. Все северные государства, да, не знаю, Норвегия, Дания, то есть там уже 50 и 60, там даже иногда надо квоты для мужчин уже делать в некоторых направлениях. Но вот сейчас у нас, например, вот принят закон о выборах в парламент. Там смешанная система уже будет мажоритарная, одномандатная или по спискам партийным. Вот на этом уровне, когда делают списки, опять посмотрите, кто будет делать списки. Это будут мужчины делать, руководители партии. Там, как правило, в этих списках они вводят 30% женщин по квалификации, не по признаку биологического пола, а по признаку социального статуса, общественной деятельности, активности, подготовленности, профессионализма. То есть в этих списках они должны там вводить. Если это одномандатные, вот в парламент же, когда первый раз проходили, тогда в первые выборы в парламент после войны, там было, как правило, 1 человек, иногда 2. Очень редко было 3 человека, чтобы тогда не было конкуренции. И только в одном месте, где в библиотеке было 7 человек, и среди них была 1 женщина, вот тогда Тали Джопо, и жесточайшая конкуренция с 7. То есть если конкурентно, она должна проходить квоты делать раньше. То есть не просто так, вот это женское место, идите садитесь там. Женщина придет в политику и будет активна. Что она может изменить, что она может привнести в это дело? Во-первых, она может привнести массу вещей. Начнем с того, что у нас небольшое общество. Небольшое, это вопрос даже безопасности. Мы должны всегда выдвигать из своих рядов самых лучших. Если мы, вот среди самых лучших, мы одну часть населения, тех же налогоплательщиков, половину общества, если мы будем ее игнорировать, и, то есть, не пускать, не подпускать туда, то есть это уже понятно, что мы теряем не только в имидже, что о нас будут думать. Я помню примеры, когда, будучи в парламенте, приезжала международная делегация, а в делегациях у них, как правило, половина женщины. Когда они заходили в парламент, садились, и когда им начинали говорить о свободе, о равноправии, о демократии, то есть как только они видели, что в парламенте сидит одна женщина, у них было такое выражение лица, что они дальше уже не слышали эти разговоры, что у нас тут такая большая демократия, равноправие и так далее. Вы понимаете, мы понимаем, что это не имидж, но дело даже не в имидже. Имидж изнутри. Народ насколько доверяет, если там не представлена женщина. И кто защищает ее интересы? Да, могут и мужчины защищать, но не так же все хорошо. То есть вот эта представленность, это роскошь продолжать так вести себя. У нас достаточно квалифицированных. Пойдите в университет, вы обнаружите, что там больше девушек, чем мальчиков. Если мы по статистике посмотрим, я думаю, что больше с высшим образованием женщин. Что может, вот хороший вопрос, что может женщина принести в политику, привнести? Да, ей тяжелее пробиться, у нее ресурсы другие и так далее, но она может привести, во-первых, она миротворец, как и в семье. Все, что связано с социальными делами, решение проблем детства и материнства. Женщина всегда стремится к цели не любыми средствами. Она за общими делами видит всегда отдельную личность. Она интуитивна, интуиция женщины очень нужна в политике, внутренней и внешней политике. Она и дипломатична, и вообще женщина всегда облагораживает, даже на войне. Политика очень давно является мужским закрытым клубом. И когда мы говорим о доверии народа к власти, это очень серьезная проблема. И с каждым днем она, кстати, острее становится. Может, власть это не чувствует, но мы чувствуем недоверие между властью и народом. Если это отдельный клуб мужской наверху, то есть даже представительство женщин, чем больше их будет, хотя бы довести до 30%, да, если мы сможем минимально вот этот уровень, тогда и будет и доверие больше, и согласованности больше, и так далее. В традиции, связанных с ролью первой леди, да? Вот. Эта роль обычно очень заметна, вот когда мы смотрим по телевидению какие-то официальные визиты глав государств, там обычно присутствует глава государства с супругой. У нас вот нет почему-то такой традиции, она не сложилась. По каким причинам? Хотя у нас вот есть наверняка в истории очень достойные примеры. Ну, во-первых, если говорить о традиции, всегда, вы знаете, будь то царь, владетель, всегда роль вот леди, это всегда была, и исторически всегда это
Это было в этом, в отличие от женщины в политике, это давнее дело. Раз это публичная должность, значит, вся семья, в первую очередь супруга, они становятся публичными. Хотят они этого или нет. К ним другое пристальное внимание, к их имиджу, к ее образованию, к ее воспитанию, к тому, как она соблюдает культуру, собственно, да, этикет и так далее. Другое дело, вот если мы будем сравнивать с европейскими, конечно, чуть-чуть есть кавказская культура. У нас не принято, чтобы, ну, по крайней мере, как супруга Горбачева, чтобы люди подумали, что это она там правит им, да, она впереди не будет, она всегда будет на полшага назад. Я думаю, вот уже люди, думающие о карьере, молодые люди, как и во всем в Европе, например, они уже знают, что им надо будет выбрать, очень важно, какой они выбор сделают. Это не их будет личная жизнь, если он собирается политическую карьеру делать. Поэтому я думаю, что это уже срабатывает, потому что очень много места она занимает не только после того, как его изберут, даже на уровне период выборов. В зависимости от того, какой у нее род, какая фамилия, вы знаете, абхазская солидарность. Если это сильная семья, сильный клан, там сильные фамильные солидарные традиции, это будет ему в плюс. Например, вы знаете, вот в XIX веке, когда Асланбей воевал, то есть все его родственники со стороны жены, лейбовцы, вот эта огромная сила крестьянская, это огромная поддержка была еще с ее стороны. Она еще была соратницей, она еще ходила в походы с ним, лейбха, да, крестьянская. То есть я к чему говорю? На самом деле, конечно, начиная с периода выборов, она или приносит ему очки, или наоборот он теряет очки. То есть это имеет большое значение. Потом на самом деле у нее есть все равно свои функции. Вот нам надо уже перестать первым лицам, и уже 5-й президент, да, у нас будет скоро, вот, вести себя так, как будто бы он приехал сюда в командировку. Или вот он, то есть семья где-то закрыта, вы их не трогаете, а вот я тут послужу вам, поработаю, то есть они вот отдельно. Так не бывает. Она должна представительские функции выполнять. Но есть ачкебзе, быть со своим народом. И придется прийти в трагичные дни, в День памяти, прийти на возложение, в дни радости, победы, не знаю, на площади. Вот я помните 5-летие, когда было на площади, когда Светлана Родиона появилась Сардзенба, как это было красиво. Но она осталась потом внизу, она не пошла к ним туда, наверх, на трибуну. То есть вот эти функции представительские, потом социальные вопросы, создание благотворительных фондов, участие в фондах, у нее другие возможности, к ней по-другому относятся даже чиновники. Какие-то вещи курировать, общественные женские движения, она должна активно там участвовать. Хотя бы это, во-первых, уважение к народу, близость с народом, и она является мостиком, который объединяет. Мы в истории же знаем таких людей, которые очень большую роль сыграли. Вот мы же навсегда в истории Абхазии в 20 веке останутся женщины, не просто общественные деятели, вот там как Тамара Платоновна там и другие, да, или главы администрации, например, в Пицундах. Когда они были главами сел, вот в этих селах, спросите, больше всего строительства, очень много хороших вещей при них получилось. Но вспомним Шахусну и Сарию, посмотрите, какая стойкость, что они, какое бесстрашие, какая верность, какие-нибудь, то есть очень многие мужчины не выдержали этого, а они выдержали, и они не предали, и что они перенесли, то есть на самом деле... Как бы там ни было, этот институт первой леди, он есть ее место в нашей жизни общественной, политической. Грядут впереди президентские выборы, и было бы интересно вот с этой точки зрения, как вы думаете, узнать, будет ли вот такая открытость, о которой вы говорите? Ну, мы могли бы с вами сказать, что после войны 25 лет, у нас 4 президента было, нам могли позавидовать. У нас все первые леди были высочайшего уровня образования, воспитания и всего, и имиджа, и красоты, и они могли бы представлять и выполнять эти функции. Но мы их держали в тени. Но у нас же время другое информационное поле. Просто нажимают, там в интернет выходит, и все выяснится. То есть, с другой стороны, все равно, как бы мы ни говорили, когда люди будут голосовать, даже на уровне голосования, они будут иметь в виду, кто его супруга, будет у него больше электората или не будет, кто там ее родственники, как ее фамилия, если это многочисленная фамилия, например, и она по всем районам Абхазии, это уже будет другой электорат и так далее. И пусть она не будет идти впереди него и там командовать, скромно, по-абхазски, да, чуть-чуть сзади, на полшага, но там, где ей положено быть, ей надо быть, и придется быть публичной. Я так думаю.
какие качества должны вырабатывать в себе женщины, чтобы стать успешными, чтобы ярче выступать на политической арене, чтобы быть более амбициозными, возможно. Вот что вы считаете? Стереотипы сохраняются. Кстати, скромность, хашароб, это относится не только к женщинам, это к мужчинам. Вот если мы сегодня выбираем, мужчинам приходится говорить, раньше, когда бригадира выбирали, ходили к нему, просили его 3 раза. Он 3 раза говорил: нет, я не смогу служить вам. Да? Вот такая традиция. Сегодня наши новые технологии, мужчина кандидат, он говорит: я хороший, я лучше всех, все вокруг плохие, выберите меня. Это уже не по-абхазски. То есть не по принципу, чем я лучше, а по принципу, чем я хуже вот этого, или того министра. То есть принцип очень нехороший. Для маленького государства, полупризнанного, да, малопризнанного малым государством, и для нашего состояния, то есть мы такую роскошь не можем себе позволить. Мы должны вперед ставить самых-самых-самых. И в том числе это касается и женщины. Вот и женщины, вот эти стандарты, да, бхашароб, быть чересчур амбициозным, установка на успех, допустим, американская, да, я должен по головам пойти, карьеру делать. То есть этой установки, что у мужчин, у женщин, это считается до сих пор, что это не очень, это не по-кавказски. Мы восточная культура, тут скромность больше ценится, да, надо, чтобы общество тебя попросило об этом. И ты потом: да, я согласен послужить вам. Ну, то, что касается женщин, на самом деле там более узкая люфт, в смысле, чтобы пройти эти барьеры, да, принят закон. Но вы знаете, что у нас очень много хороших законов, которые не работают. Надо, чтобы это начало работать. Нужны вопросы воспитания, образования. Чтобы эти стереотипы убрать, это не женское дело, это грязно, это тоже начиная от детей. Вот эта девочка, она еще в школе должна знать, что да, она это может. Главное, в истории-то это есть, в общественной жизни это есть. У нас много женских организаций с большим стажем: женщины, матеря, там, за мир и справедливость, ассоциация женщин, сейчас женщины в политике, да, и так далее. Много женских организаций, много активных. То есть нужна консолидация, нужна солидарность. И нужно использовать, то есть надо сделать так, чтобы вот принятые законы начали работать и так далее. То есть такой дисбаланс терпеть больше не получится. То есть так мы не пойдем далеко. А в смысле профессионализма у нас нет проблем. На самом деле у нас больше половины общества женщин с высшим образованием, очень профессиональных, если не больше, то не меньше мужчин. Все возможно, все есть, ресурсы есть, таланты есть. Все будет тихо меняться. Благодарю вас за интервью. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо вам. Мы продолжаем нашу программу. В понедельник, 11 марта, исполняется 80 лет со дня рождения абхазского поэта, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гуля Таифа Ачба. Таиф Ачба – автор более 10 книг стихов и поэм. Ряд его стихотворений переведен на русский и грузинский языки. Он перевел на абхазский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Чевелихина, Ахмадуллиной и других. Таиф Ачба пропал без вести во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. С тех пор, как поэта забрали из дома грузинские гвардейцы, никто его больше не видел. В Абхазском драматическом театре в эти дни завершается подготовка к показу спектакля «Бзела Яхзырша» по дневнику Таифа Ачба, который он вел, размышляя о преступлении против человечества и фиксируя свидетельства очевидцев. Режиссер постановки Мадина Аргун. Вечера памяти поэта также пройдут в марте в Национальной библиотеке имени Папаскир, в Государственной библиотеке для молодежи, а в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия состоится заседание комиссии по государственной премии имени Таифа Ачба за вклад в развитие детской и юношеской литературы. 4 марта в селе Ачандара Гудаутского района уже состоялся вечер памяти Таифа Ачба. Такими выдались события на уходящей неделе. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до встречи в эфире.